me, go beast on them. I go beast, go deep, I OD on them. Apply pressure, put heat on them. Put that 500 degrees on them. Да, друзья, еще один момент. Допустим, обезжириваем мы вот такими вот бумажными салфетками. Они хоть и особо ворс не оставляют, но тем не менее остаются, да, все-таки мелкие ворсинки. И еще после этого Александр проходится вот такой вот специальной липкой тряпкой, называется. То есть она собирает... Марлевая тряпка, ну, как на марлевой основе, и липкая. И собирает остатки, ну, скажем так, частицы пыли и грязи, то, что осталось. Как бы ни была качественная эта салфетка, все равно оставляет следы. После покраски крыльев прошло где-то около часа, и несмотря на то, что Александр промывал растворителем этот пистолет, получается, все равно он засорился, то есть затвердела краска, да? Так, сейчас вот, видно будет, нет? Это специальная игла, да? Для чистки. А, это тот именно кусочек, который мешает, да? Получается, краска подается через центральную, да? Или через боковые? Центральный, по центральному подается. А воздух? Воздух, вот этот, получается, вот два отверстия сбоку подкидывает. И вот эти боковые, вот эти, они бьют, как бы скажем, сбоку. И получается факел. Ну, как бы этот овал. В принципе, пистолеты разные бывают. По ценовой категории и прочее. Этот, ну, простой, как бы скажем, китайский. И у него вот воздух, как бы скажем, мало подачи воздуха есть. Если вот этот возьмем, ликотовский, у него два сбоку и с десяток вокруг. Точно. Но он нам не подходит, потому что он мелкий, да? Да, у него дюза мелкая. И получается, что у него, у этого краска более распыляется. Лучше. Так, я не помню, показывал уже или нет. Вот тут специальный стенд для смешивания красок, да? Да, для подбора. Так, ну что, у меня есть определенные задачи. Это разбавлять краску. Раптор, соответственно, заливается отвердитель 250 мл на 750. Александр красит автомобиль. Там жара, там 45 градусов. Итак, ну что, Александр закончил покраску автомобиля. Сейчас узнаем у него впечатление. Так, ну что, напоминаю, что мы не только снимаем испытанно на себе, но также и Александр испытывает вот эту камеру, которая, в принципе, в первый раз, да, используется для покраски автомобиля. Как ощущение? Ощущение комфортно, но очень жарко. Слишком. Постоянный шум. Но, в принципе, нет этого тумана, когда красишь, пыль вот этого, он вытягивает сразу. То это есть здесь сразу поток воздуха идет вниз и сразу уходит в вытяжку.
Ну это большой плюс получается. И 45 градусов это достаточно для камеры? 45, да, думаю, Нормально, да? самое то. То есть это такой очень жаркий летний день. Да. А ты в костюме еще? А я в костюме. Да, ну что, друзья, пойду осталось подождать немного. Соответственно, для вас это тоже будут какие-то секунды, но для нас это будет 2 дня, потому что завтра, послезавтра выходные дни. И впереди у нас еще покраска вторым цветом. Это цвет будет серый. И будет он, еще раз напомню, по нижней части автомобиля. И, возможно, еще мы возьмем немного капот. В общем, впереди финальные штрихи и финальный результат. Испытано на себе. Мы около нашего автомобиля, который был оставлен несколько дней назад на просушку. Ну, так уж совпало, что мы покрасили его в пятницу, а следующие дни были, соответственно, каникулы, когда вся страна не работала. Поэтому доступ в это здание был также закрыт, и машина простояла около недели в этой камере. Ну, можно сказать, что ничего плохого в этом нет. Краска очень хорошо просохла. Ну, вообще, чисто такое субъективное мнение. Уже во время покраски, где-то через полчаса, через час уже можно было смело как бы трогать внешний слой. Он был уже такой застывший. Так, кстати, хотелось бы вам показать. Краска Raptor, она выполнена на основе полиуретана. И, соответственно, вот здесь можно почувствовать, вот, допустим, если я руками трогаю, достаточно такой толстый слой краски. Он не высох до конца, он как по консистенции, как такая плотная резина. Давайте попробуем ее порезать. Вот, от пластика она у нас... вот. Александр, посмотри, я вот сейчас застал наш Raptor из баночки. Вот смотри, вот так она, как резина, да, получается? Ну, он, да, это же как защитный слой, получается, как резина. Но у него время сушки как бы, выходит месяц. В течение месяца он уже полностью отвердевает и уже, ну, царапины такие незначительные, если в лес ехать, допустим, ветки уже не будут наносить ущерба никакого. То есть, в принципе, вот то, что он сейчас вот такого вот достаточно такой мягкой консистенции, то есть надо ему еще дать побольше времени, тем более слой вот этот в банке, он достаточно такой большой, да, толстый. И вот у него полностью полимеризация в течение месяца. Ну а сегодня у нас предпоследний день работы над автомобилем, ну, по крайней мере, по нашему плану. Сегодня мы красим серым цветом. Будем красить нижнюю часть автомобиля, это фендера, и часть, которая ближе к порогам. Ну что, сейчас Александр уже начал оклейку автомобиля. Я ему сейчас в этом помогу. Сейчас обклеил границы, получается, черно-серый. Обклеим защитной бумагой. Ну и приступим к покраске. Как раз хотел спросить, то есть это еще не все, да? То есть, да, чтобы краска не залетала? Да, еще защитной бумагой закроем. Мне кажется, так лучше, да? Как думаешь? Ну и так, мне кажется, нормально будет. Так, там... Слушай, а обезжиривать тоже надо будет? Не надо? Нет, просто этим пройдем. Руками главное не трогать, да? Да. Да, друзья, напоминаю, что сколько? 2 атмосфера, да? Да. Идет давление в пистолете. Поэтому желательно бумагу крепить очень качественно и хорошо. Вот, над моей головой, видите, вот такой потолок, он сделан из материал, он как бы такой сетчатый, пропускает воздух, теплый, горячий воздух, который нагревает дизельная теплопушка.
Все это вот так вот идет вниз, горячий воздух под напором. Соответственно, когда Александр красил машину, особенно, допустим, крышу, да, то есть у него не было вот этой пыли. Вот, я как бы об этой пыли, так как я ни разу не красил автомобили, да, то есть, ну, в закрытых помещениях, то я об этом даже не знал. То есть пыль уходит вместе с воздухом и потом попадает вот сюда. Вот внизу идет вытяжка уже. Как бы здесь конвекция немного по-другому работает. Тут не теплый воздух идет вверх, он наоборот идет вниз и уходит потом через вытяжку уже из этой камеры. Чтобы получить серый цвет, который нам необходим, у нас есть, соответственно, 2 литра Раптора, которые именно колируемый, да, то есть под покраску, то есть своего цвета у него нет. И это нормально, да? Да. И получается, цвет будет давать вот эта вот краска. Так, она у нас базисная металлизированная эмаль. Это металлик, он под лаки. Металликом под лаки. Сперва металликом покрываешь, сверху лаком. Акриловые с отвердителем идут. Сразу он глянцевый идет? Да, сразу же в глянец. А если этим металликом просто покрыть, он становится просто матовый такой цвет. Вот сейчас Александр уже 400 миллилитров сделаем. Думаю, достаточно будет. Добавим грамм 100. И плюс у нас будет еще этот отвердитель. Соответственно, увеличится. То есть вот это объема должно хватить нам на нижнюю часть, да? Да. Чтобы не держать долго краску в разведенном виде. Так, ну сделал 150, как бы. 150? Будем добавлять по чуть-чуть и смотреть. Сейчас сколько? 150 здесь. 150. Это немного? Это нет, немного. Вот у нас уже пошла регулировка цвета, ну, скажем так, насыщение. Ну, там главное, чтобы он не был похож на черный. Тогда... Да, чтобы слишком темный не был. Да, да, такой, чтобы был прям серый-серый. Так, ну что, автомобиль подготовлен ко второму этапу покраски серым цветом. Соответственно, сейчас будет включена камера покрасочная. Затем нанесен серый цвет. Пробуем, смотрим, что у нас получилось. Прошло где-то минут 40, да? Да. Машина немного подсохла, серая краска, которую мы нанесли, достаточно хорошо легла, как вы можете видеть. Все ровненько. Но меня, конечно, удивляет вот это вот время полного высыхания краски, да, Раптор, то есть около месяца. Мне так показалось, когда ты наносил, что она будет черная. Ну, в смысле, как-то это, как будто такая сильно прозрачная. Близко к черному, да? Да, ближе. Сейчас видно, что она прям серая-серая. Skin clear, this here my year. Hey, look up here. This here my tier. Same fit 4 days. I grind 4 ways. I play no games. All me, no blame. On the wave, my own wave can't stop my shine. Так, теперь подошло время для покраски фендеров, крыльев. И фендера у нас еще не заматированы, именно
этим я сейчас и займусь. Wait up, got no energy for haters. See you trying, see you later, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Yeah, yeah. Go dummy, go beast, oh no. I go beast, go deep, I OD, oh no. I OD, apply pressure, put heat, oh no. Put that 500. Ну что, друзья, сегодня у нас, можно сказать, 6-й день работы над автомобилем. Он подходит к концу. Соответственно, сейчас Александр уже докрашивает детали. Сегодня мы это все оставляем до завтра. Ну а завтра уже самый финальный день, когда все это будет обратно собрано на автомобиль. И мы, как уже я говорил, увидим финальный результат. Испытано на себе. Ну что, друзья, вновь всем привет. Сегодня у нас уже 7-й день и завершающий день по покраске автомобиля краской Raptor. Но по факту день 7-й работы, но фактически ушло почти 2 недели из-за того, что были большие недельные каникулы. Вот, ну, сегодня задача, соответственно, финальная. Сегодня мы должны все поставить на места. Те детали, которые удалялись для того, чтобы на них не попала краска. Так, ну давай. Так, машина 93-го года, значит, машине 28 лет. Решили покрасить только через 28 лет, да. Ну так, нормально покрасить. Это, я думаю, что многие, кто смотрит это видео, вам даже нет еще 28. Go dummy, go beast, oh no. I go beast, go deep, I OD, oh no. I OD, apply pressure, put heat, oh no. Put that 500 degrees, oh no. 500 degrees. Так, ну сейчас у нас практически вся машина собрана. Осталось вот, мы сейчас устанавливаем решетку радиаторную. Ну, что сказать, пока поставили старую, потому что есть небольшая проблема. В этой машине надо еще поменять подушки кузова. Об этом, наверное, тоже какой-нибудь отчет я сделаю. Но хромированная решетка ждет своего времени, новая. Пока ставим старую. С помощью таких вот проволочек. Старый метод, да? Я вот что-то не подумал и стяжки не прихватил. Вообще, надо сказать, что эта решетка, в принципе, и без всяких болтов, гаек держалась изначально. То есть она была притянута стяжками. Go dummy, go beast, oh no. I go beast, go deep, I OD, oh no. I OD, apply pressure, put heat, oh no. Put that 500 degrees, oh no. 500 degrees. Go dummy, go beast, oh no. I go beast, go deep, I OD, oh no. Ну что, друзья, наша 7-дневная работа подошла к завершению. По факту, как я уже говорил, 2 недели. Машина покрашена, машина готова. То есть я, в принципе, даже с учетом того, что практически ничего не знал о покраске автомобиля, получил много интересных знаний. Думаю, как и, в принципе, вы, так как я с вами старался делиться всем полученным багажом. Ну что, напоминаю, краска у нас называется Raptor. Вот, выглядит она вот так. Это краска на основе полиуретана. Сохнет долго, то есть до прямо финального, когда можно уже жестко эксплуатировать, нужно подождать месяц. Да? Сейчас, в принципе, черный цвет у нас просох очень хорошо. Целую неделю машина стояла в помещении. Вот, серый цвет мы нанесли буквально вчера. Но уже сегодня как бы нормально уже при монтаже, при монтировании фендеров как бы практически высохло. То есть чуть-чуть чувствуется, что надо бы еще несколько дней, но тем не менее уже можно делать какие-то манипуляции. Вот, удивила меня, конечно, вот эта термокамера для покраски. Очень хорошая вещь. Вот, Александр, я думаю, сейчас с нами тоже поделится своими впечатлениями. Он как раз подошел. Сейчас мы уже
закончили все работы. Так. Да, Александр, ну расскажи твои впечатления вообще, что ожидал? Как бы, я так понимаю, что Раптором ты вот впервые покрасил. Да, Раптором красил впервые. Ну, думал, ожидание было то, что как будет наноситься. Ну, вот этот вот момент. Как бы покраской занимаюсь порядком давно, более 9 лет. А вот Раптор как впервые только. Для Раптора вот, ну, нужна была камера, и вот как бы этот, скажем, воспользовался таким моментом. Потому что в гаражных условиях как-то вот сомневался за результат. Ну, вообще... И камера, между прочим, ну, показала себя отлично. И при нанесении Раптора есть свои особенности. Это вот, ну, все в процессе, понимаешь, как оно все происходит. Как ложится краска, какая градация нужна и прочее. Как, ну, как размешать ее до нужной консистенции. Вот, Но в целом справились. Да. Ну что, завтра, я думаю, мы еще в цвете дня поснимаем машину. То есть завтра у нас, кстати, еще предстоит одно такое тестирование, потому что машина еще до сих пор на летней резине, так как все так у нас немножко было спонтанно, поэтому не успел еще переобуть. И завтра этому тоже посвятим сюжет, то есть заодно и проверим, как ведет себя летняя резина на снегу, на льду, да? И потом посмотрим в сравнении с зимней. Может быть, это будет даже в этом выпуске. Ну что, это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Мы покрасили автомобиль краской Раптор. Испытано на себе.